Добрый вечер. В эфире ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня и в начале коротко о главных событиях. Качественные материалы, современные технологии, индивидуальный подход к каждому. Сегодня Международный день стоматолога. На ГТРК ИР стартовал кастинг в новый сезон телепроекта «Кафт». Конкурс посвящен памяти выдающегося мастера стинской хореографии Геннадия Биченова. Очередной триумф югостинского вольника Алан Засеев одержал победу в схватке с дагестанским борцом Махачем Абукаевым в рамках Международной борцовской лиги «Мастера ковра». Надежный боевой товарищ и друг. В республике проводили в последний путь погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО Александра Бестаева. Проститься с бойцом пришло руководство республики во главе с Аланом Гаглоевым. Указом президента Южной Осетии боец награжден медалью защитнику Отечества посмертно. В Цхинвале с воинскими почестями проводили в последний путь Александра Бестаева, погибшего при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Проститься с героем пришло руководство страны во главе с президентом Аланом Гаглоевым, друзья, родные, сослуживцы. Мы теряем лучших, молодых, сильных, отважных сыновей, настоящих героев. Наш священный долг с честью проводить их в последний путь и навеки сохранить в народной памяти их имена и подвиг, отметил глава государства, обращаясь к собравшимся. Александр Бестаев навсегда останется для нас примером беззаветного мужества и верности долгу. Республика скорбит, сказал президент. Olči dar naris binontima. Ode mogmatchagan futbolesku kasımboyda nişu olcu favcuna. Valla men oşegetçil kabul karum men monborga der nakane şöyle şöyle şordovi. Bomborcinay ve zonucini kayzaknay kal. Valla şordra şinot kodis oftacı men gorginot taris. Ma bom bestovto binontel. Dug marastak. Men gorda erozuldıstı. Otot evzonglapuya. Na torsti solik khashte bedera. Valla shlap utkhsan odi shlap utkhsan. Korzlom nu waqta. Olik kadam shavum. Janat togat oshgetchil kabu. Shoma zakhsan korzay kutsrazo. Entunub zum chez sawdoragay. Pozot yorag mod. Юльдарсов пошел то хротtat молитву. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Мурат Кулахметов выразил скорбь и уважение к подвигу воина. Мало таких людей остается на земле, таких как Александр. Мы должны ими гордиться. Мы на них должны смотреть и говорить, это святые люди. Потому что то, что они делают, это могут только сделать они. Настоящие, истинные герои, которые восславляют землю Осетии, которые родились здесь, которые воспитали. К сожалению, мы их теряем, потому что они на свои плечи берут груз ответственности всех нас, здесь присутствующих, и на своих плечах несут. Это очень сложно, очень тяжело. Но Александр именно относился к таким людям, которые могли это взять, не побояться смотреть смерти в лицо и до последней минуты жизни быть настоящим воином. И спокойно, герой. Указом президента Южной Осетии Александр Бестаев посмертно награжден медалью защитнику Отечества за личное мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Александру Бестаеву было 25 лет. Без отца осталась дочь.
Актуальные вопросы социологии и истории, темы которых в ходе выступления коснулся доктор социологических наук, кандидат исторических наук, профессор Южного федерального университета Максим Васьков. Встреча в формате диалога прошла в представительстве Россотрудничества в Цхинвале. Ученый рассказал о проводимых научных изысканиях. Васьков отметил особую роль остинского народа в исторических событиях, связанных с защитой Родины. В Цхинвале прошла важная встреча, в рамках которой доктор социологических наук, кандидат исторических наук, профессор Южного федерального университета Максим Васьков выступил в Русском доме. Это мероприятие стало частью масштабной образовательной программы, подготовленной представительством Россотрудничества. Все вы прекрасно знаете, что именно сегодня, много-много лет назад, более 300 лет назад, сформировалась, скажем так, российская наука. И мы отмечаем сегодня день. А вообще, по указу президента мы отмечаем десятилетие российской науки, уже не первый год. Я с этим событием поздравляю не только тех, кто имеет непосредственное отношение к науке, но и всех нас, потому что благодаря науке, благодаря ее достижениям мы существуем как общество, мы можем расти и развиваться. Профессор Максим Васьков, выступая перед собравшимся, поделился своими исследованиями и научными наработками. Его выступление было посвящено актуальным вопросам социологии и истории. Встреча прошла в формате живой лекции и диалога. Очень многие вещи в плане решения задач практических. Да, есть наука фундаментальная, знание ради знания, оно тоже необходимо, без нее нельзя. Но и наука гуманитарная, как инструмент решения задач политических, она не может быть вне политики. Вот история вне политики быть не может по определению. Особое внимание в своем выступлении ученый уделил проблеме фальсификации истории. Профессор провел прямую параллель между событиями 1989-90-х годов в Южной Осетии и нынешними событиями на Украине. Максим Васьков подчеркнул, что участие бойцов Южной Осетии в специальной военной операции является не просто выполнением союзнического долга, но и защитой своих рубежей. Он отметил особую роль осетинского народа в исторических событиях, связанных с защитой Родины. Профессор также отметил важность и необходимость сохранения исторической памяти и культурных связей между народами России и Южной Осетии. Я говорил фразу здесь позавчера, что история не математика, но неточной она быть не может. Вот наука историческая – это то, что формирует мировоззрение. В основе всех процессов политических находится история. И история, которая защищает интересы конкретного государства. Мы это тоже не скрываем, это нужно не только знать эту правду, знать факты своей истории, нужно уметь вести полемику, уметь доказать свое мнение. Максим Васьков выразил уверенность в том, что встреча станет еще одним мостом, укрепляющим гуманитарные и образовательные связи между Россией и Южной Осетией, и даст импульс молодежи республики к изучению истории и научному поиску. Оксана Джуева, Азамат Кудзеев, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев поздравил заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Голикову с днем рождения. Вы вносите неоценимый вклад в разработку и реализацию ключевых направлений социально-экономической политики страны, обеспечивая устойчивое развитие и повышение качества жизни россиян, говорится в поздравлении. Президент выразил уверенность, что деятельность Голиковой на ответственном государственном посту будет и впредь способствовать укреплению и дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами. Международный день стоматолога – это профессиональный праздник зубных врачей и стоматологов, который отмечают 9 февраля практически во всех странах мира. В последние годы стоматология сделала колоссальный рывок в развитии. Уровень стоматологических услуг высок. Качественные материалы, современные технологии и индивидуальный подход к каждому пациенту. Международный день стоматолога – это отличный повод поблагодарить всех врачей-стоматологов, которые дарят нам красивую и здоровую улыбку. Страх перед стоматологом знаком многим, но именно эти врачи каждый день его побеждают. Стоматологи ежедневно дарят людям здоровые зубы, спокойствие и уверенность в себе. И сегодня их профессиональный праздник.
Диагностика, лечение, профилактика – залог красивой улыбки, говорят врачи стоматологической поликлиники. В свой профессиональный праздник они в строю, ведь здоровье пациентов зависит от их грамотного и своевременного лечения. Ежедневно на приеме десятки пациентов. За привычной рутиной скрывается точная работа, требующая концентрации, опыта и ответственности. Стоматологическая поликлиника работает 6 дней в неделю. Нередко врачи остаются сверхурочно, особенно когда бывают экстренные случаи. Как отметила исполняющая обязанности главврача Белла Бекоева, согласно статистическим данным, за год врачи принимают свыше 13 тысяч пациентов. Сегодня стоматология – это высокотехнологичная отрасль с применением современных навыков, материалов и оборудования. Несмотря на передовые технологии, которые позволяют проводить процедуры безболезненно, многие пациенты все же испытывают страх и волнение. Доверился врачу и собственно, начал лечить свои зубы. Бывает так, что первое посещение пациента, оно бывает таким. Вот пациент сильно боится, не хочет ничего даже открывать рот. А в следующее посещение он уже приходит практически с удовольствием, потому что страх уходит. Поэтому очень большое значение мы уделяем именно разговорам с пациентом. Нужно поговорить, успокоить. Когда пациент входит в доверие, он уже с легкостью может делать все свое лечение, проводить дальше. Ежедневный уход за зубами позволяет избежать крайних мер – удаления зубов, отметила Белла Бекоева. Ну, во-первых, это профилактический уход обязательно нужен. При посещении пациента врач посоветует, нужно ли делать какую-то гигиеническую чистку. Обязательно врач указывает на наличие кариозных зубов и отмечает, какие зубы пациент должен пролечить. Но, к сожалению, бывает так, что часто удаляем зубы из-за того, что пациент вовремя не обращается к врачу. Да, но даже в том случае, когда приходится удалять зуб, в домашних условиях это обязательная гигиена полости рта. Естественно, что это чистка зубов утром, вечером. Причем необходимо чистить зубы правильно. Не просто вот раз и все, но по 3-5 минут вертикальными движениями с верхней челюсти вниз. В стоматологической поликлинике работает более 50 врачей, среди них и Таймураз Габараев. В практике у каждого врача бывают эмоционально напряженные дни, когда количество пациентов переваливает за допустимую норму. Но, по словам Таймураза, именно в такие периоды становишься выносливее и появляется бесценный опыт. Может быть, и был страх, когда еще начинал, но сейчас уже, я бы не сказал, что я боюсь чего-то или, не знаю, или волнуюсь. Бывает иногда, конечно, то есть или много пациентов, или сложные, в данный момент в хирургии попадаются сложные удаления. Конечно, бывают такие эмоциональные дни, тоже тяжелые иногда. Но, в принципе, нормально. И человек с опытом уже справляется. Для многих поход к зубному врачу – это стресс. Поэтому югоостинские стоматологи сходятся во мнении. Их работа – это не только технологии, но и психология. Умение найти подход, успокоить, особенно ребенка. Именно так, преодолевая трудности и перенимая лучший опыт, они дарят своим пациентам не просто здоровье, а уверенность в завтрашней улыбке. Алина Эльфимова, Ринат Медоев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. На ГТРК «Ир» стартовал кастинг нового сезона телепроекта «Кафт». Конкурс посвящен памяти мастера остинской хореографии Геннадия Биченова. Интерес к масштабному мероприятию проявили участники разных возрастов. Каждый тур проекта будет посвящен определенной тематике. Оценивать выступления будет компетентное жюри. Отметим, что проект реализуется при личной поддержке главы государства. Стелла Бязарова с подробностями. Сегодня в здании ГТРК «Ир» особенно оживленно. Здесь не просто рабочий день, а настоящий праздник грации и национального духа. Мы начинаем кастинг в один из самых масштабных проектов этого сезона – «Кафт». Десятки детей со всей республики собрались, чтобы показать свой талант и стать частью масштабного проекта.
Конкурс посвящен памяти выдающегося мастера осетинской хореографии Геннадия Биченова. Для участников это не просто проект, а возможность заявить о себе и отдать дань уважения традициям, которые веками бережно передавались из поколения в поколение. В воздухе витает атмосфера волнения. Танцоры оттачивают движения национальной хореографии. Каждый понимает, перед строгим жюри необходимо выложиться на все 100%. Интерес к проекту колоссальный. Количество заявок подтверждает, что национальный танец в Южной Осетии живет в сердце каждого. Кто-то из этих ребят пройдет в следующий тур и станет звездой проекта, а возможно и вовсе станет победителем. Участниками стали танцоры разных возрастов, от самых младших, только-только начинающих свой путь в мир хореографического искусства, до уже относительно опытных. Все они в предвкушении настроены на победу. Роздара проектма, бокостан кофта проектма, мама ордам бофандадис рабочарма, матахта бофзорун дарискайма. Эсхума родлисун гурский кофт, машаттакутум хадагавши гурский кофт, нефсмаисма ромбулун. Србороза ирамашаван кофчатан, аматан горзон кофчата, ман фандушамай телевидение дар кофун. Кофун гцлайрама, содикайрама кофун. Уэтрм шамазада мама арвастирон кофтатана фала ина нотсит кофтатадар. Обонер башаттан итхай шазун вижуриан равдисул. Кофун тенгорзен нордам баштан шамая фенон инна такут кофун ама тохтен жахтар чокофа. Вирохи дженис финал мама инна татохожста. Строгое жюри, в составе которого один из авторов проекта, исполняющий обязанности директора Государственного театра Григорий Мамиев и директора ансамбля «Симд» Вадим Санакоев, оценивают не только технику исполнения, четкость движения и артистизм. Требования к участникам высокие. Здесь ищут душу танца, ту самую осетинскую стать. Штырбузнега манахой диса наш жабах проект мазардаж тинкрупскана штакка фашист гостинганирда ингдисожис валатаст назарда маджибира ҷидар тафашидис мабун заган филдар мазарда фашидис телаптай чижитара бира жабах чижита дист кад ой сармаҷетията куттой фала востану сахи жабах рошатта куттой кайдахта пегоган набун навжинис ройсен На кастинге среди наставников и супруга Геннадия Биченова Валентина Тадеева. Будучи профессиональным танцором и хореографом, она не только оценивала технику участников, но и искала в каждом выступлении тот самый почерк, который был присущ Биченову. Ахам проекта кайс витахча хурстагу ирестуни рунодамахсан валдай дар штырнсони ваги севалат гумалканада асесевалатам хукасой вад котангзар дар гавдай шавнчма шофзам патриотизм сайс котсафанда сайружино танги ирдай фенин канел самана нуҷи гцл бокостан маҷибс балоне дарофтан азахчна манави гцл шадар шупу қох қуқсағой ванг тайоис дар шадар چه تدیس داج رسول لکوت در تنخور ما والداش در بوزنک ما فند زغن بیچن بسنت گنای نمالارس کار شده وی یخی تنگ نوفده دی ساشقت داگل. Сегодня только первый день, впереди еще целая неделя кастинга. В конкурсе хореографии поборются лучшие из лучших. Каждый тур проекта будет посвящен определенной тематике. Постановки будут представлять собой хореографические сюжеты, мини-спектакли. Проект реализуется при личной поддержке президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. Алан Засеев порадовал болельщиков уверенной победой в схватке реванша с Махачем Абукаевым. Встреча состоялась в рамках турнира Международной борцовской лиги «Мастера ковра». Югославский спортсмен одержал победу со счетом 4-2 над дагестанским вольником. По словам Засеева, он чувствовал большую ответственность перед болельщиками из Осетии. По возвращении на родину борец встретился с воспитанниками школ-интернатов республики. Он направил часть своего гонорара на приобретение гостинцев для ребят. Поздравляем Осетию!
Поздравляем здесь всех болельщиков, которые приехали поддержать. Это очень ценно. Победа чемпиона мира Алана Засеева. Алан Засеев одержал уверенную победу над дагестанским вольником Махачем Абукаевым. Поединок состоялся 7 февраля в Махачкале в рамках первого турнира Международной борцовской лиги «Мастера ковра». Прославленный борец из Южной Осетии, чемпион России и мира среди ветеранов спорта Засеев одержал победу со счетом 4-2. Это был реванш за поражение в 2024 году. Тогда схватка закончилась в пользу Абукаева. По словам Засеева, он чувствовал большую ответственность, так как знал, что за него болеет вся Осетия. Именно мафандadi тинг матч реванш тунудис. Тинг ахчиогоди менан шамайарам булун. Мен тинг бошад такутун мабун кода сиёфта хаҷалат чаган. Нуҷимамал випат ҳодам ирестуна шидари так дуа ирестуна мидаг. Ма одам зат туи нуҷимафта резонансти хабар дарасти олкамадар интерес касти соцсет тазалди. Сте Дагестан ма Осетия ва хатар канкури рват каним байданч. Ма виёс фазну ҷа хататтан. Ма ба хаштали ястана худа куттун манаш наодамел худ хода куттун шамай вишувас махина райстун худи са надежда таценс қомаса правдат куттун. По словам Алана Засеева, на свои призовые он приобрел сладости и фрукты воспитанникам школ-интернатов Ленингорского детского дома и жильца медико-социального центра «Забота». Воспитанники и педагогический коллектив Заузской школы-интернат встретили чемпиона по осетинскому обычаю с 3 пирогами и чашей пива. Засеев встретился с воспитанниками школы-интернат в поселке Дзау. Школьники подготовили небольшую праздничную программу, в рамках которой имели возможность пообщаться с известным борцом, задать ему интересующие их вопросы. Алан Засеев посетил и воспитанников Цхинвальской школы-интернат. Ребята отметили, что следили за выступлением и болели за него. Не удивил своим вниманием спортсмен и пациентов медико-социального центра «Забота». Алан Засеев поблагодарил спонсоров и всех болельщиков за поддержку, что, безусловно, помогло ему одержать победу. Анжела Кокоева, Фатима Чочева, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. Сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой снег. В Снаурском районе днем нулевая температура, ночью -1. В Цавском районе днем 0 градусов, ночью -3. В городе Квайса днем -5, ночью -6. В Ленингорском районе днем +3, ночью 0 градусов. В столице республики в Цхинвале днем +2, ночью -2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.